О, это страшное слово «война». Это ужасное время. Время, когда проливается кровь невинных. Самая жестокая война за прошедшее время. Вторая мировая. Для нас Великая Отечественная война. Наша страна не поддалась натиску противника. Солдаты до последнего патрона, теряя ополчан, товарищей, друзей, близких, сражались за Родину, а в тылу трудились такие же обычные люди, которым не было жалко себя. Они трудились до полного неизнеможения. Общими усилиями мы победили. В наше время в различных уголках нашей необъятной страны мы можем увидеть памятники, посвященные солдатам-героям, посвященные этому страшному времени. Один из них – памятник в Волгограде. Памятник Родина-Мать зовет. Самая жестокая битва – битва под Сталинградом. Именно здесь произошел переломный момент в ходе сражения о героизме солдат. Еще на войне русской армии было решено воздвигнуть монумент на Мамаевом кургане. С него просматривался весь город. Памятник изображает женщину, зовущую солдат к бою за Родину. Ее рост 52 метра, а с мечом все 85. Вес 8000 тонн. Она даже занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в мире на момент сооружения монумента российский символ победы. Фигура женщины с мечом в руке видно издалека, как много скрыто в ее образе. Это и мать, готовая постоять за своих детей и в то же время призывающая избиться с врагом, отстаивать свои земли, свою свободу. И древнегреческая богиня Ника – символ победы, а ведь мы должны были победить и сделали это. Сколько боли и страданий в ее крике. Кажется, что в ее глазах горит огонь, в груди трепещущее пламя. Так сильно желание немедленно вступить в схватку с врагом, самой защитить всех людей, своих сыновей и дочерей. Смотришь не женскую фигуру, застывшую в камне, и помнишь, как много жестокости русский народ испытал на себе, сколько лишений, потерь и утрат понес каждый. Памятник установлен на возвышенности, и в темное время огни проекторов вылавливают этот образ символ во мгле ночи, освещают его так ярко, чтобы было видно издалека. Очертания женской фигуры с поднятым над головой тяжелым громадным мечом — напоминание нам поколения молодых людей, которые живут под мирным небом, над головой поколения, которые, надеюсь, не узнают, что означают эти страшные годы войны. Это ужас, это страх, это боль. К сожалению, у памятников, как и у людей, с годами появляются возрастные болезни. Очень важно следить за их состоянием. И скульптуры, памятники, большие, маленькие, кричащиеся и молчаливые, собравшиеся вместе и одинокие, будут вечно хранить живую память о страшных событиях военных лет.